Варган состоит из трех частей. Деки, подковочка и язычок. Варган для игры удерживается, например, в положении для левой руки. Зажимается между двумя пальцами в средней части и большим пальцем поджимается для правой руки. Точно так же. Другое положение удержания. Просто пальцами прихватывается и большим пальцем прижимаешь к двум. Мягкое удержание. Точно так же в правой руке. Варган прижимается во время игры к зубам. Схематически я показываю на пальцах. Зубы сомкнуты. Варган прижимается к зубам. Зубы в это время надо немножко разжать, для того, чтобы язычок во время колебания его проходил между зубами и не задевал их. Прижимать варган к зубам достаточно плотно надо. Но чтобы варган не бегал, не дребезжал, сверху делается поджимание губами, плотное поджимание, и как бы делаешь его обхват. Но не плотно, не так плотно, чтобы его не сжать. Показываю сейчас на примере. Варган надо прижимать зубам передней частью самых кончиков дек к резцам, передним резцам передней части зубов. И губами обхватываешь. На варгане используется обычно 4 классических удара по язычку. Самый простой классический алтайский стиль удара — это когда рука висит сверху и совершает такие маятниковые движения. Кисть совершает. Локоть висит все на одном месте, а кисть совершает. Это делается для того, чтобы во время движения кисти удар наносился по язычку точно по плоскости его колебания. Точно. Если бы удар будет нанесен сверху или чуть снизу, он просто будет задевать и появится дребезжащий металлический звук. Также и в других ударах. Точно таким же образом. Удар наносится точно в плоскости колебания. Самое основное правило во время игры. Первый сейчас. Самый основной классический нанесение удара в алтайском стиле. Второй удар. Он обычно еще называют якутским. Ну, это обычный классический удар всех распространенный, самый распространенный. При этой игре можно на комусе играть очень быстро, в быстром ритме. Удар носит пальцем. Тоже колебание. Колебание, чтобы попасть в точность, в плоскость колебания язычка. Ошибка. Играет только пальчиком.
Это ошибка. Самое колебание должен быть точно кистевом, как во время игры на гитаре. Кисть. Только кисть ходит. Удар наносится очень быстро и очень резко. При этом игра становится очень динамичная и громкая. Следующий удар. Пальцы накладываются на подбородок, играется только одним пальцем. Я его называю старческая игра. Игра стариков. Но при этой игре очень характерно во время игры, когда задеваешь по язычку, ритм очень медленный. Очень хорошо играть на камусе, когда, например, ты в раздумьях находишься, медитации или какие-то проблемы пытаешься снять. Следующее положение точно такое же, только здесь пальцем прикладываешь скулем и палец сверху находится. Характер игры тоже самый, медленный, спокойный. Есть еще во время игры на варгане и другие удары. Обратный удар. Не такой, а в обратную сторону. Обычно это играют только европейцы. С этой стороны палец бьет. Разнообразие. Когда вот 2-3 пальца участвуют в соприкосновении язычка. Ход и сюда, задеваешь язычок. С этой стороны, когда бьешь, и с этой стороны тоже. Это для разнообразия игры. Есть еще один удар. Называется большим пальцем. Во время импровизации на варгане
для усиления звука и возможности звучания органа, чтобы усилить его, применяется дыхание брюшное. Не поверхностное, легкое дыхание легким, а брюшное. При брюшном дыхании диафрагма опускается и поднимается вверх. Получается, диафрагма как бы дергается в этом месте. Если, например, брюшное, ты как бы вниз его дергаешь, не легкими дышишь. Конечно, хотя это тоже происходит, но все движение происходит только за счет диафрагмы. Вот игра на комусе, когда без работы диафрагмы. Сейчас во время работы диафрагмы для усиления звука и возможности. На органе еще можно выразить очень интересные свойства звуков, которые мы в природе слышим. Это название, это капельки или весенняя капель. Делается она достаточно просто. Комус так поджимается, и большим пальцем не с этой стороны зажимаешь, а изнутри поджимаешь язычок. Как бы не даешь ему развиться в движении. Во время, когда он резко останавливает движение, получается такой резкий щелкающий звук. Деки органа прижимаются уже не к зубам, а к губам. Чуть-чуть приоткрытым, но жестким губам. И язык в это время подводится к губам. Получается такая маленькая полость, и при этом возникает очень щелкающий звук. Здесь я показал, когда язык очень близко подведен к декам, такой резкий щелкающий звук, очень тонкий. И когда звук отводишь, такой глухой, напоминающий там какой-то топот лошадиный или еще, или может шаги такие тяжелые. Маленькая импровизация. Во время игры на органе еще можно изобразить звук колокола. Он делается очень просто. Полость рта
напрягается, особенно небо, и как бы мысленно ты создаешь вот этот колокол. Гортань раскрываешь, и как бы звук туда проходит дальше, диафрагму опускаешь. И делаешь такие медленные движения, похожие на звучание колокола. И все проблемы улетучиваются. Во время игры на варгане можно даже произносить звуки. Тюркский язык, он такой язык, это гортанное произношение звуков. Зная тюркский язык, можно спокойно передавать информацию через варган. Ну, например, одно из похожих такое, не похожих звуков, а звук, который можно произносить гортанью. Импровизация звуков очень разнообразна. Все зависит от мастерства исполнителя и то, что хочет выразить исполнитель. Например, главная ошибка во время игры на варгане. Когда очень шумно дышишь, ты сбиваешь звук. Когда дыхание успокаиваешь, как бы звук ловишь этот, захватываешь его и втягиваешь его в себя туда внутрь. Его захватываешь и как бы его усиливаешь, а потом оттуда его выводишь его таким же образом. И вот начинаешь его гонять. Во время покупки варгана или выбора можно взять варган, который или не настроенный, или который задевает язычок задевает деки варгана. Если это происходит, то когда вы будете играть на этом варгане, то этот язычок может, ударив по деке, сорваться и задеть ваши зубы. Это очень неприятно. Можно повредить и зубы, и даже порвать губы. Для того, чтобы это не произошло, я покажу определенные приемы, как выбрать варган и определить, нормально он звучит, задевает ли. И вообще можно даже определить качество варгана, даже его ноту. Для этого варган берется, прижимается подковочкой к тыльнице под основание указательного пальца, и указательным большим пальцем обхватывается плотненько, чтобы он не дергался. И большим пальцем другой руки наносишь удар, достаточно резкий, чтобы уже проверить гарантию, что он заведомо исправный.
он должен примерно воспроизводить такие звуки. Орган нормальный, можно в нем уже играть. Если задевает, получается такой звук металлический. Как только появился металлический звук, все, орган неисправен, можно в нем смело не играть. Не испытывайте свою судьбу. Ошибки при определении органа. Вы ударили по язычку не в плоскости колебания язычка, а немножко вот таким образом, сбоку. Он точно так же будет задевать. Хотя даже если орган будет исправен. Бить надо по плоскости колебания язычка. И достаточно, чтобы не просто его там гладить по нему, а чтобы немножко так резко его, как сопровождаешь его, он у тебя срывается с пальца. Это гарантия того, что вы уже в орган определили с точностью, что можно в нем уже играть.